Встречайте, ведущий Лиги КВН Алато Эрмек Кененсаров! И снова здрасте еще раз. Всех рады приветствовать на открытии 5-го юбилейного сезона Лиги КВН Алато, официальной лиги Международного союза КВН. Под ваши аплодисменты мы начинаем сегодняшний фестиваль. Ну и сразу же хотелось бы познакомить вас с теми командами, которые поборются за 8 путевок в сезон Алато. Итак, первая команда, которая представляет город Бишкек с очень интересным названием «Ошский рынок, 5-й контейнер». Вторая команда, которая сегодня поборется за путевку в нашу лигу, эта команда приехала к нам из южной столицы Казахской Республики. Команда КВН «Пятница». Благодаря нашему южному филиалу, нашей лиги, к нам приехало целых 2 команды на открытие нашего сезона. Итак, одна из них под очень красивым физическим названием «Второе дыхание». Следующая команда также приехала к нам из города Алматы и представляет университет международного бизнеса UIB. Под ваши аплодисменты. Пятая команда, которая сегодня поборется, это команда из университета с добрыми КВНовскими традициями. Представляет она политехнический университет. Команда КВН «Своя волна», Политех. Еще одна команда из города Алматы, правда, с юго-западным названием. Итак, команда КВН «Каспийский юмор», город Алмата. Самая скромная, не по-казахски скромная команда стала чуть-чуть поодаль от других, ближе к подаркам от спонсоров. Команда с интересным геометрическим названием. Команда КВН «Треугольник», город Алмата. Еще одна команда с южным ярким колоритом, которая тоже приехала из нашей южной столицы. Команда КВН «Ош-НК». Это национальная команда из города Аша. Следующая команда представляет наш родной город из университета, где учатся одни девочки. Ну, большинство из них тоже университет с добрыми КВНовскими традициями. Мы рады встречать в своих стенах команду из этого университета. Команда КВН из БГУ «Манная каша». Ваши аплодисменты. Нам отрадно от того, что наша лига не только развивается в плане качества юмора, но и географически чуть-чуть захватывает территорию соседних государств. И мы рады, что из другого соседнего государства к нам приехала эта команда. Встречайте, из города Ташкент, Узбекистан, команда КВН «Лайк». Для нас и для директора новой телесети отрадно, что все-таки этот канал смотрят не только в городе Бишкек, но и, соответственно, в других городах. И приехала к нам команда, увидев нашу лигу на этом канале, команда КВН из города Карабалта. Команда КВН «Пятеро», ваши аплодисменты. Следующая команда — это люди, которые подтверждают, что КВН, он все-таки очень тяжело отпускает просто так в свободную жизнь, чем-то заниматься. Эти люди являются выпускниками нашей лиги разных годов, объединившись под странным немного названием. Итак, встречайте сборную города Бишкек под названием «Шоколадная вуаль».
Ну, а мне, собственно, осталось представить еще одну команду. Это команду нашего жюри. Начать хотелось бы с единственной девушки в этом жюри. Глава Асылбашев Креатив Дарика Асылбашева. Мы рады приветствовать вас у нас. Рады. Следующий человек, это мой прям родной мне человек, который своей левой рукой, которая может превращаться в правую, стал знаменит не только в Кыргызстане, но и на просторах СНГ. Под ваши аплодисменты резидент команды КВН Азия Микс, чемпион высшей лиги Акимджан Карасаев. От КВНщика новых времен переходим к динозаврам КВН нашей страны. Человек играл в 90-х, поднимал, так сказать, движение КВН собственноручно. Член команды КВН Ля-ля Тополя, радиоведущий Сергей Егоров. Под ваши аплодисменты. Просто, коротко, ясно. Этибар Гасанов. А любовь слепая, сердце разрывает. Ну и, собственно, раз уж в центре сидите, то и будете председательствовать в сегодняшнем нашем жюри. Генеральный директор телекомпании НТС, партнер нашей лиги Усенбек Улу Джайнак. Ваши аплодисменты. Все формальности соблюдены, и мне осталось пожелать всем командам ни пуха, ни пера, ребят. Идите, готовьтесь к выступлению. Ну а пока первая команда готовится к выступлению, региональная лига Алато выражает благодарность торговым маркам цейлонского чая Акбар и Тюдору за оказанную поддержку в организации игр КВН. Им тоже можно поаплодировать. Команда, которая рассказала мне легенду. Однажды талантливая команда КВН ходила по Ожскому рынку и искала себе форму. И один добрый человек подарил им джинсы. Итак, на ваш суд команда так и называется. Ожский рынок, 5-й контейнер. ОРПК. Еще одна легенда. Далеко-далеко в горах Алатау жил очень большой страшный дракон. И этот дракон встретил очень молодую талантливую команду КВН. И он им сказал: либо вы сейчас при мне все целуетесь, либо я вас съем, и вы не попадаете на фестиваль Алатау. Ну чего только не сделаешь ради КВН. Привет, Финал! Дорогие друзья, видимся в первый раз. Давайте знакомиться. Знакомьтесь, это Влад. Он садовод. Как сейчас помню, случай на даче был один. Лопату воткнул, смотрю, а там черви. А козырь-то крестень. Так я дачу и проиграл, пацаны. Дорогие друзья, знакомимся дальше. Это Ильяс. Замечательный танцор. Ильяс, продемонстрируй. Бум, шакалака-лака, бум, Ляс, бум. Ляс, ты чё ртом поешь? Для таких номеров у нас есть звукооператор. Давай еще раз, поставь. Бум, шакалака-лака, бум, бум, шакалака-лака. Вот так вот нормально. Пацаны, какой нормально, вы поймите. Если мы сегодня проиграем, это будет полная фиаско. А что такое фиаско? Пацаны, вы что, не знаете, что такое фиаско? Это же легко. Короче, вот так ребенка берешь, вот так ложишь, потом вот так катаешься, катаешься. Вот это вот фиаско. Дурак, это коляска. А вот то, что ты 17 лет ребенка катаешь, вот это вот фиаско. Пацаны, кстати, у Руслана же скоро день рождения. Давайте решать, что ему будем дарить. Вот я предлагаю машину. Все-таки парень красавчик, достоин. Это слишком дорого. Ну давайте тогда iPhone подарим. Вот недавно 10 вышел. Да нет, это тоже очень дорого. Ну давайте кроссы купим. Эй, хотя Рус, бы. ты запарил уже? Давай мы без тебя решим, что тебе на день рождения подарить. Это машина, телефон, на-на-на. Ребят, не ссорьтесь, у меня же новость. Я себе новый телефон купил. О, Huawei. Чё сразу Huawei? Нормальный телефон, работает. Пацаны, кстати, кто против нас сегодня играет? Казахи? Узбеки? Ну, таджики еще.
Это что, получается, мы против Азии Микс играем, что ли? Ну что ж, дорогие друзья, пока лишнего не наговорили, команда КВН ОРПК. Слышь, черный! Танцоры, кайфуем! Итак, дорогие друзья, представьте, экстрасенс у себя дома. Холодно. Тепло. Холодно. Тепло. Холодильник обогреватель. Кыла, да тебе нужно в битву экстрасенсов? Я знаю, рубашка, брюки, ведущий за. И такое бывает, подсудимый оказался одноклассником судьи. Всем встать, суд идет. Руся, Чё? ты навстречу выпускников идешь? Иду. А я иду. Ну, не знаю, не знаю. Итак, случай в семье. Мам, пап, я пошел к Наске на всю ночь к экзаменам готовиться. Нет, дома сиди. Ну тогда и живите без внуков. И такое бывает, казусный случай в похоронном бюро. До свидания. Мои соболезнования. До свидания. Приходите еще. Ну, все же мы не вечны. Это что такое? Случай в больнице, смотрим. Куда без очереди? Давайте. вставайте. Я просто спросил. Да тут всем спросить, без Да очереди. я просто спрошу. Дорогая, ты выйдешь за меня? Нет. А вот нечего без очереди лезть. Есть справедливость в этом мире. Дорогая, ты выйдешь за меня? Да. Вот. Итак, зэк в маршрутке. Бойки, садитесь. Да нет, я отсидел. Че, тоже сидел? Где чалился? Я вообще-то ногу отсидел. Да что вы смотрите? А ты че меня подставили? Продолжение легенды. После того, как дракон отпустил нас на фестиваль, он сказал: если не пройдете по 1/8, то я заставлю вас побрить ноги. Дорогие жюри, пожалуйста. Команда КВН ОРПК, спасибо! Это была команда КВН ОРПК. Команда КВН ОРПК благодарит директора 31-й школы Омурзакову Татьяну Омурзаковну и Каноненко Ларису Николаевну за спонсорскую помощь. Ну и следом рвется в бой наши гости из Алматы. Как ни странно, сегодня вроде воскресенье, а на сцене команда КВН «Пятница». Ваши аплодисменты. Это пятница на сцене, мы на фестивале. Это пятница на сцене, мы на фестивале. Это пятница на сцене, мы на фестивале. Больше слов на эту песню мы не написали. Ну что ж, добрый вечер, Бишкек! На сцене команда КВН «Пятница», город Алматы. И для начала давайте с вами познакомимся. Это Чен, и он девственник. Чего вы ржете? Я просто из интеллигентной семьи. Хорошо, это Чен, девственник из интеллектуальной семьи. А это Абдулла. По маме он казах, а по отцу скучает. О, а это Антон.
Давайте не будем рифмовать мое имя. А то сейчас начнется Антон Арбуз, Антон Утюг, ну зачем? А это наша пара, Алихан и Айдана. В школе на физкультуре им сказали разбиться по парам, и это единственная пара, которая не разбилась. Так, Айдана, ты мне изменяешь? Нет. Ну и все. Так, ладно, кто-нибудь что-нибудь приготовил сегодня? Ну, у меня есть номер. Так, я Объяви не пон- меня. Я не понял, ты что вышел? Адвокат хороший был, вот и вышел. Антон, это шутка Азия Микс. Ваш Антон — это шутка природы. Салам алейкум! Ты кто? Я кавказский Робин Гуд. Я забираю деньги у богатых и у бедных, и у детей. Мне вообще не принципиально. Хорошо, а что ты вышел? О, у меня к вам деловое предложение. Я нанимаю работников и не плачу им. Почему именно наша команда? Ну вы же КВНщики, вы привыкли бесплатно работать? Ты какой-то подозрительный. Ты точно бизнесмен? Конечно, конечно. Сейчас я расскажу, как я заработал свой первый миллион. Сначала у меня была горсть семечек. Потом я ее продал и купил мешок семечек. Потом я ее продал и купил ведро семечек. Потом у меня дед умер, оставил мне в наследство миллион. Ты прикинь, у меня миллион и еще ведро семечек осталось. Кстати, будете семечки, пацаны? Не, спасибо. Капец, придурок. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I... Проще общайся. Ладно, друзья, как говорится, если борода не идет Магомеду, Магомед едет в барбершоп. Все, давайте, пацаны! Так, ребят, кто-нибудь нормальное что-нибудь подготовил сегодня? Но у меня есть песня. Ну, давай послушаем. Азия Микс посвящается. Вышки чемпионами стали. Родился замечательный план молодежи, развитие дали. Азия Микс.фан. Чужие деньги они всем дарят. Спасибо скажем тебе, мол, Булат. Так, ты вообще нормальный или нет? Нет, ты что, тупой, что ли? Так, друзья, это Айзат, и без макияжа она Азат. Ты что вышла? Мальчики, привет! У меня есть для вас две хорошие новости. Одна хорошая, а другая... Вторая. С какой начать? Ну ты начни с 1 класса учиться. Стойте! Вторая. Это же Екатерина. Hello. Is it me you're looking for? Продолжи сковородку. Корабли лавировали. А что такое лавировали? Поехали ко мне. Давай. А вы начинайте. Команда КВН Пятница, поехали! Итак, дорогие друзья, представьте, случай в паспортном столе. Здравствуйте. Так, давайте ваш паспорт. Вот. Ага. Так, борода, да? Ну, отросла, да? да, Так, отросла. хорошо. Кожа, так, ну, загорели, Загорела, да? А, волосы постригли, да? Ну все, Светлана Владимировна, не теряйте ваш паспорт. Удачи вам, хорошо? Дети мои, подойдите ко мне. Пошел нахрен, ты нам не отец. Скоро во всех кинотеатрах страны «Крестный отчим». Дорогие друзья, все мы видели разборку между двумя толпами. И в основном слышат, о чем разговаривают первые двое. Но никто не знает, о чем в это время разговаривают в толпе. Братан, ты вообще зачем сюда пришел? Да я толпу увидел, думал, митинг, бабки заработаю. А тут, оказывается, рамс. Ну ничего, отработаем. Айдана, ты же девушка, ты что тут делаешь?
Да у меня парень дебил. Полгода встречаемся, все еще мне в лицо не узнает. Да? А кто это? Да ты достал! И чё, братан, за чего все началось-то? Да ты прикинь, он ему на левую ногу наступил. А она у него одна, ты представляешь? Да ну нафиг, что, одна нога, что ли? Да не, у него левая одна. Еще же правая есть. А у тебя что, две левых, что ли? А у вас что, нет, пацаны? Извините, не вы пиццу заказывали? Не, братан, это походу с той толпы. А как пройти? Сейчас прямо до конца и до Талова делай, брат, до Талова. А я им, короче, говорю, адвокат хороший был, вот и вышел. Да ну нафиг, что, пропустили, что ли? Ты прикинь? Так я тебе говорю, этот судья подставной. Он пенальти назначил. Прям в зале суда. Прикинь, что за фигня это вообще? Братан, а ты что пришел вообще? Ну я актер. И чё? Ну мне говорили с массовки начинать. Люди, 15 сом за пресс, нормально же? Братан, кажется, нам не с тобой разбираться надо. Пацанчик, иди-ка сюда. Дорогие друзья, и в конце у нас стоит Антон, поэтому он скажет последнее слово. Как последнее слово? Вы что, меня казнить собираетесь? Антон, скажи последнее слово и все. Последнее слово. И все. Вот, другое дело. Уважаемые дамы и господа, как вы знаете, существует стереотип, что казахи вечно просят чемпионства и просятся в сезон. Так вот, мы вообще не такая команда. Нам без разницы, вы можете не брать нас в сезон. Но чемпионство дать надо будет. С вами была команда КВН «Пятница», Алматы Менеджмент Юниверсити. Все. Жить без тебя. Антон! Вот такая пятница была у нашей лиги. Администрация лиги КВН Алато благодарит развлекательный сайт Number KG за всевозможную поддержку. КВН и Number KG. Развлечения в широком формате. Ну а на сцену рвется третья команда. Второе дыхание под ваши аплодисменты. Второе дыхание. Город Ош. Лига Алато, медики вновь на сцене, мы устроим шоу. Все шутки на пределе, дальше наш сезон. Гюрман, поддержи то, что мы хотим. Наступит вот уже, нам пора на сезон. Нам пора на сезон. Ассаламу алейкум, друзья! Сегодня мы обязательно попадем в сезон. Как говорится, дома родные стены помогают. Бакир, мы же в Бишкеке. Да тут столько много ашан. Даже непонятно, кто у кого в гостях. Добрый вечер, друзья! Из последних новостей. Недавно наш город посетил Сапар Исаков. И, наконец, наши гаишники стали работать. А что после того, как он уехал? Обратно стали зарабатывать. Ребят, вот мне интересно, Радик, ты кто по нации? Не, вот как будто бы не видно, да? Да я коренной русский. Не, ну там правда вот по маминой части были вот татары, уйгуры, там ингуши были, русские вот конкретно. А, еще бабушка говорила, что в 5 веке... Короче, еврей. Ну, можно и так сказать. Ну что ж, бишкекчане, и на такой позитивной ноте Ошский государственный университет, медицинский факультет, команда КВН «Второе дыхание», стартуем! Итак, друзья, тема сегодняшней игры «Творим, что хотим». Итак, представьте, в Аше есть у нас тоже такие стоматологи. Я не понял, ты рот откроешь или нет? Что за... Обычная скандальная семья, потоп в квартире. Да ё-моё, что тут происходит? Жена! Жена, где ты? Жена, иди сюда. У нас потоп. Быстро вызывай сантехника.
Алло, нам срочно нужен сантехник. Срочно приезжайте, пожалуйста. Блин, соседи убьют нас. Я не понял, а кто это? Это вообще-то я у тебя хотела спросить. Я сантехнику позвонила с твоего телефона. Значит, вот так вот выглядит Кайрат сантехник. Я вас, женщин, не понимаю, да? Значит, да вот, как выглядит Кайрат Кыргыз вас не смущает, а как выглядит Кайрат сантехник смущает, да? Скажи мне честно, Бакир. Скажи. Ладно. На самом деле, это Вика. Ну, она реально сантехник, я клянусь тебе. Так что чинить надо? Или ложим вызов оформляем? Ну так бы и сразу сказал. Нормально нужно сохранять. Ну пойдемте, Вика, пойдемте, я вам покажу, где чинить. А ты мне говорила, зачем нам газовый ключ? Зачем? Рахмат. Ну и в конце, интересное наблюдение от нашей команды. Совет для девушек. Дорогие девушки, при знакомстве с парнями обратите внимание на его руки. Если у него один ключ, то у него есть машина. Если у него там 2 ключа, машина и квартира. А если у него там 10-15 ключей, то он, скорее всего, охранник. Орский государственный университет, медицинский факультет, команда КВН. Команда КВН «Второе дыхание» благодарит медицинский факультет Ошского государственного университета и мэрию города Ош. И отдельно Омурзакова Улукбека Абдулдавича и профессора Шатманова Суюналы Токтоназаровича. Да, а на сцену рвется 4-я команда. Команда, представляющая Международный университет бизнеса, город Алмата. Команда КВН UIB. Под ваши аплодисменты. Ассаламу алейкум, Бишкек! Друзья, у вас в Бишкеке очень классная погода. Не то, что у нас. У нас в Алматы погода настолько непредсказуема, что в конце прогноза погоды ведущие говорят «Куда голоса?». Ребят, я тут недавно в Баткен ездил на турнир по бодибилдингу. О, Баткен, и чё, кто выиграл? Победил человек, который знает значение этого слова. О, поздравляем. А не, я не победил. О, нифига себе! Красиво, блин, круто, пацаны! А где это мы? Я прям аж ориентацию потерял, Брат, не ориентация, а ориентир. О, спасибо, Джаном. Я чё вышел-то, ребят? Я хочу спеть, и мне нужен минус, мощный. Рост маленький, мозга нет. Какой минус тебе еще нужен? Ребята, сфоткайте меня с Этибаром Гасановым, пожалуйста. Зачем? Не, ну вдруг он звезда. Ту, Диля, успокойся. Уважаемое жюри, не знаю, как это нам поможет, но у нас в команде есть любители американского футбола. Yeah, I love American football, I'm quarterback. О, тезка, меня квотербек был. Ребята, что за неадекватный юмор? Кто сказал неадекватный? Не нужна мне корона, принцип. О, ведущий. О, команда. О, отпустила. Алдияр, ты чё вышел? Слышали, недавно же маршрутчики забастовку устроили. Да, слышали. Ну, в связи с этим у меня есть один номер, можно покажу? Давайте посмотрим. Случай в Високульской маршрутке. Передаем. Лечим, передаем. Так, стоп! Ладно, пока не наговорили ничего лишнего, давайте начнем. Бишкек, Алмата, поехали!
криминальном районе промоутеры работают именно таким образом. На, если чё, к нам в магазин приходи. Не приду? Хотя бы друзьям передай, пожалуйста. Продолжаем. А следующая миниатюра... Слышь, тебе передали там? Рахман. Представьте, случай в клубе. Человек, который просто не умеет понтоваться. Брат, я в этом клубе абсолютно все решаю. Че, серьезно? Да, вон ту девушку на шесте видишь? Да. Женешка моя. Давайте представим, абсолютно обычная ситуация в Бишкеке. Алдияр, иди сюда. Да. Вот те деньги, сходи в магазин, купи сушняк, семечки, чипсы и чечил захвати. Все, Байки, хорошо. Такая же ситуация, только в Кордае. Алдияр, иди сюда. Что там? Вот те деньги. О, спасибо. Стой! Чё? Я же не сказал, что надо взять. А что надо взять? Сходи в магазин. Все, базар, все. Ты тупой, что ли? Иди сюда. Я же не сказал, что надо взять, что купить. А что надо взять? Купи сушняк. Базар. Стой! Чё? Я же не договорил. Договаривай. Купи сушняк, семечки, чипсы и чечил захвати. Все, хорошо. Стой! Чё опять? Пойдем вдвоем сходим, а то я тебе что-то не доверяю. Как гласит старая районовская поговорка, если ты ничего не сделал, старшак всегда найдет до чего докопаться. Сидим, я ну такой есть. Пацаны, старшак, что? Салам алейкум. Общий салам, пацаны. Я тебе что, здороваться не учили, что ли? Я же как все поздоровался. Что, тебе трудно руку вытянуть или что? Вечно выделяешься, бесишь меня. Встань-ка отсюда. Встань. Спустя час. Послушай, старшак, Еще раз общий салам, пацаны. Салам алейкум, брат. Ты что, тупой, что ли? Я же сказал общий салам. Говорил же, не выделяйся тебе. Брат, ты что меня сегодня целый день кошмаришь? Бьешь, перед друзьями позоришь. Эй, это все потому, что ты маме рассказал про сигареты. Еще братишка родной называется. Пойдем домой. Спасибо. Дорогие друзья, кыргызы и казахи – это братья. Пропустите нас сезон по-братски. Просим. Братьев не просят? Братья по факту обязаны. С вами была команда КВН сборная университета международного бизнеса. Спасибо за внимание. Сборная UIB благодарит Университет международного бизнеса за всестороннюю поддержку. А Лига Алато благодарит торговую марку «Живое» за оказанную поддержку. «Живое» – мир натурального. Ну а следующими на сцену рвется команда из Государственного технического университета имени Разакова. Команда КВН «Своя волна», Политех. Ну что ж, наконец, привет! Да, еще раз всем привет. Новый сезон, новые лица. Знакомьтесь. Это не женщина. Это Аллы, да. Аллы, какие новости? Вчера девушки такие стихи прочитал. И что, растрогал? Ну сначала прочитал, а потом как растрогал. Ай, красавчик. А это Санджик, и он у нас Ожский. Я вообще-то Иссыкульский. Давайте посмотрим, как нервничает Ожский. Я Иссыкульский тебе говорю. Ну все, не нервничай. И вообще, пацаны, скоро лето, да? Давайте запишемся на качалку. Ну давай завтра. Зачем откладывать на завтра, если можно сделать сегодня? Но сегодня у нас игра. У вас постоянно какие-то отмазки. Вот я сам запишусь и посмотрю на нас в будущем. Кто-то сказал будущее. Ты кто? Я парень из будущего. Судя по твоей песне, ты парень из прошлого. Поверь мне, брат, эта песня в будущем будет актуальна, потому что кыргызы поставят мировой рекорд, приготовив 200 метров.
Если ты и вправду из будущего, что будет с моей девушкой? Не называй мою жену своей девушкой, понял меня? А тогда на ком я женюсь? На Ольге Римке из политеха. Она же толстая. Посмотри, какая она сейчас. На ладонь похожа. Да, такая же пухленькая, со складочками. А в городе какие изменения будут? В будущем в Бишкеке уберут все маршрутки. Буйрса. Закрой Торжский рынок. Буйрса. И Кыргызстан станет самой развитой страной в мире. Буйрса. А почему все через Буйрса? Ну, как чиновники говорят, я так и передаю. Ребят, ректор звонит, ректор. Алло, да, брат. Нормально, брат. Телки будут? А все, брат, давай, брат, на связи. И ты что с ним так разговариваешь? Да просто будущим ректором политеха мой брат станет. И что он говорит? В клуб позвал. Что, тусить? Нет, отжигать. Ну что ж, команда КВН своего отжигает. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Наверняка каждому в квартиру заходил такой человек. Итак, смотрим случай где-то в подъезде. Да. Купите пылесос. Нет. Я же сказал, я не буду покупать пылесос. Я по другому поводу. Да? Вы верите в Бога? Да. Тогда ради Бога купите пылесос. Пошел отсюда. Друзья, давайте пофантазируем, если у парня не было бы телевизора, и он смотрел микроволновку. Так, посмотрим, что сегодня у нас. Давай. Блин, как всегда, на самом интересном месте. Блин. Итак, мы продолжаем случай где-то в клубе. Девушка, а поехали к тебе? А почему сразу ко мне? А то, что ты такси вызывала, я тебя уже на улице 2 часа жду, так что поехали к тебе. Итак, смотрим очень необычный аукцион. Разыгрываем первый лот. Начальная цена 1000 сом. Кто даст больше? 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом, 3000 сом. Раз. 3000 сом. Два. 3000 сом. Три. Продано. И эта пятерка по математике уходит. Айтбеков Бахай. Молодец. Следующий лот. Разыгрываем 4 по физике. Начальная цена 3000 сом. Давайте представим, как выглядело бы, если наши кыргызские тои также комментировали бы, как профессиональный футбол. Здравствуйте, дорогие уважаемые друзья. Мы рады приветствовать вас на Тое, где сегодня будет 300 человек. И хозяева этого тоя, Кудалар Саша и гости с Сыцикуля, так скажем, кыргызская Эль Классико, да, кыргызская Эль Классико. Давайте же посмотрим. Бабушка обходит первый стол, второй стол, третий. Выход 1 на 1 с тамадой, и она вырывает у него микрофон. Тост! Какой красивый долгий тост! Длится уже 45 минут. И мы уходим на перекур. А перекур был самым веселым благодаря нашим сыпельским гостям, да? Ну а мы переходим ко второй части Тоя. Но что делает невеста, да? Она выходит в центр танцпола, бросает букет и... Какой красивый букет перехватила бабушка, которая не может выйти замуж уже 20 лет, да. Ой-ой-ой! О боже! Тайкешка получает второй штрафной и пропускает этот той. И уходит с этого тоя. Как жаль. В самый ответственный момент Кудалар Саша остаются в меньшинстве. Ах. Ну и наконец тамада дает сигнал подать мясо. На этом наш той подходит к концу. Спасибо, берегите свои усуканы.
вышка, твоя улыбка, ЕНГДМ, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Ну и в конце, команда КВН «Своя волна» всегда мечтала быть в центре внимания. Баха, подожди. Из-за КВН, из-за репетиции я пропустил день рождения одной девушки, которая сидит в зале. Пользуясь случаем, я хотел бы подойти к ней. Давайте Ваши аплодисменты. Дорогая, извини, что пропустил твой день рождения. Я давно хотел тебе признаться. Я люблю тебя и выходи за меня. Нет, извини, я тебя еще давно бросила. У меня есть парень. Ах так, это песня о неразделенной любви 2018. Он взял тебя на море, он взял тебя на пляж, а я... Уважаемые девушки, не бросайте своих парней, а то и так рэперов много стало. Ну а с вами была команда КВН «Своя волна». Всем спасибо. Самая вышка, 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 самая вышка. Команда КВН «Своя волна» благодарит ректора КГТУ имени Разакова Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича. Лига Алатов, в свою очередь, благодарит информационный центр «Инфокс» за сотрудничество и всестороннюю поддержку. «Инфокс» всегда будь в центре событий. А я смотрю, следующая команда уже готова. И с большим удовольствием я представляю вам команду из города Алматы с северо-западным названием «Каспийский юмор». Город Алматы. Город Алматы, Каспийский университет. С каспийским юмором мы начинаем. А мы в Бишкеке! Перед вами команда КВН «Каспийский юмор». Вы готовы, ребята? Да! Мы пройдем сезон! Да! Мы сексуальные! Да? Да! Да! Ну что же, мы начинаем, поехали! Воу, куда она? Поехали. Что за митинг? Что, маршрутчики, что ли? Нет, КВНщики. А, это те, которые стоят и угорают, да? Да. Значит, наркоманы. Поехали, оформляем. Что, поехали, да? Поехали. Ну, поехали. Так, стойте. Что, прям поехали? Да. Даже договариваться не будем. Не, поехали, оформлять. Что-то у меня в первый раз такое. Может, договоримся? Нет, поехали оформлять. Брат, может, отпустишь меня? Смотри, еще раз такое повторится, оформлять поедем, понял? Все, от души, ребята, победу вам. Все, давай. Друзья, так как мы из Казахстана, города Алматы... Дайте нам чемпионство. Подожди, рано еще. Они же гостеприимный народ, сейчас дадут. Пускай сначала сезон возьмут, потом будем говорить, что они гостеприимные. Ну что ж, друзья, мы уже неделю в Кыргызстане и не видим никаких отличий. У меня даже есть песенка. Ну пой. Я кыргыз, а он казах, я кыргыз, а он казах. Ну, когда вы все поймете, я кыргыз, а он казах. Да, между нами нет отличий. Ну что же, братья, встречайте братьев из Казахстана. Пять минут, это много или мало? Мало, давайте сразу к миниатюрам. Случай в автобусе. Братан, может, маршрутки? Ну, давайте в маршрутке. Братан, может, в будние дни? Давай. Может быть, час пик? Давай. Может, не будем показывать эту миниатюру, а? Друзья, в детстве все мы боялись перед родительским собранием. Итак, давайте посмотрим. Сын признается отцу. Пап, меня месяц не было в школе. Еще. Я ходил на митинг. Еще. Я курю. Еще. Я пью. Еще. Я гей. Смотри, 21, видишь, проиграл. А ты, щенок, пойдем поговорим. Итак, друзья, давайте посмотрим. Очень азартный человек в казино.
17 черная! О, 17 черная! 17 черная, базару нет! А что ты радуешься, ты же проиграл. Так я тещу поставил, тещу! А, базар нет, поздравляю. Итак, друзья, давайте посмотрим случай в такси. Братан, до аэропорта полторушка, срочно. Сейчас все будет, брат. Брат, до аэропорта косарь. Машину разобрал случайно. Че сидишь? Поехали! Итак, друзья, давайте посмотрим случай где-то в центре города Бишкек. Помогите, 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 кто-нибудь! Доктор есть, доктор, доктор! Все мы раньше играли в дворовой футбол и не всегда выигрывали. Итак, давайте посмотрим после очередного поражения. Говорил же, против 94-х надо было играть. Так мы же 96-го, брат. Ну лучше от братанов получать, чем от щеглов. Ай, больно, 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 больно. Тебе не везет, братан? Давай поменяемся местами. Пацаны, я походу не буду играть больше. Кто там пинается? Итак, друзья, давайте посмотрим «Охотники и собака». Мухтар, Мухтар, ищи, Мухтар. Нашел! Ой, мой Мухтар. Ребята, все сюда соберитесь, все. Что бы хотелось сказать в конце, друзья? Несмотря на наших политиков, у нас одна история, два народа и нет границ. Спасибо, с вами была команда КВН «Каспийский юмор». Команда КВН «Каспийский юмор» выражает благодарность первому проректору Caspian University Дюсенгуловой Нурджамал Салим Гереевне. А Лига Алатау, в свою очередь, благодарит первое в Кыргызстане музыкальное радио «Пирамида». Музыкальное радио «Пирамида» и КВН Лига Алатау. Вместе, надеюсь, веселее. Ну а на сцену рвется команда с очень интересным и сдержанным стилем юмора, который, надеемся, придется вам по вкусу. Итак, команда КВН «Треугольник». Добрый вечер, Бишкек. Друзья, давайте поговорим с вами. Ну как поговорим? Я буду говорить, вы будете слушать. Моя девушка называет это разговором. Вот вы и поняли, кто моя девушка. Так вот, давайте поговорим о нашей команде. Меня зовут Таукель, мне 21 год. Хотя может показаться, что мне 21 годик. Это Махаббат. Она отвечает за текстовый юмор. Легкое землетрясение во время первой брачной ночи помогла мужу обрадовать жену. Это Санди. Она отвечает за музыкальный юмор. Если ты меня не любишь, то зачем удочерил? Альмира любит устраивать сцены, поэтому она отвечает за миниатюры. Представьте, хан на охоте. О, хан, на нас напали джунгары, почти всех убили. Что делать? А где хан? Хан на охоте. Друзья, нашим основным спонсором являются родители Махаббат.
Они готовы платить любые деньги, лишь бы не видеть ее дома. Мне кажется, настало время песни. Итак, представьте, песня Украины, посвященная России. Тебе нравится Крым, черт с ним. Альмира, что с тобой? У меня проблема. Какая? Маленькая грудь. Так это же ведь маленькая проблема. Или вовсе нет ее. Алло? Да. Да ладно, не может такое быть. Кто звонил? Друг Что сказал? попросил отыграть удивление. Знаете, в чем глупость наркотиков? В чем, Махаббат? Они убивают своих постоянных клиентов. А жертвам это нравится. А что у нас есть в плане юмора, кроме жизненного опыта, Махаббат? Есть миниатюра про стриптиз в арабских странах. Это очень долго, да и не видно ничего. Тогда нам придется использовать свой козырь. Чтобы пройти в сезон, мы готовы на все, даже на грандиозную актерскую игру. Поэтому смотрите, роман между учителем физики и русской литературы. Масса моего кулака, умноженная на скорость об вашу дверь 3 раза. Что? Тук-тук-тук. А, это вы, учитель физики, заходите. Наталья Николаевна, да вы прям как центробежная сила. В смысле? Вы кружите мне голову. Ой, ну перестаньте. Наталья Николаевна, сегодня с учениками писали тест. И оказывается, ответ на 6-й вопрос – ваше имя. Да? А какой был вопрос? Назовите абсолютно упругое тело. Александр Сергеевич, вы же знаете, за что я вас люблю. Ничего не говорите. Вы как золото, а я как электричество. Вы не в силах мне сопротивляться. Так давайте же сделаем то, что делают разноименно заряженные частицы. О боже, это что? Красная строка? В деревне было 3 дома и точка? Да, это предложение. Нет, я так не могу. Что? Что не так? Я как последняя страница для вас. В смысле? Я чувствую себя списком используемой литературы. Да вообще, как вы можете такое говорить? Ведь без вас моя жизнь как полет Тесла в космос. В смысле? Бессмысленно! Друзья, основной целью нашего приезда было сфотографироваться с Эльдияром. Но так как сегодня его нету... Да ладно! Мы просто обязаны пройти в сезон. А с вами была команда КВН «Треугольник». Команда КВН «Треугольник» благодарит своего куратора Нуркасымова Асылхан за помощь в подготовке к выступлению. Региональная лига Лото благодарит компанию по производству энергетических напитков «Нитро» за помощь в организаторстве игр КВН. «Нитро» заряжает каждого. Также наша лига благодарит компанию по производству безалкогольных напитков «Кока-кола». «Кока-кола». Always Coca-Cola. Ну, а следующими на сцену рвется
Вторая команда из нашей южной столицы. Она так и называется. Ошская национальная команда. Ош НК. Под ваши аплодисменты. Ну вот и все, сезон настал, пора выступать. Приехали сюда, чтобы зал покорять. Ночами мы не спали, чтобы вас удивлять. Ну вот на сцене мы, и нам пора начинать. Бишкек, Бишкек, залом Бишкек. Ошенька на сцене, выступаем для всех. Добрый вечер! Ну что ж, ассаламу алейкум. Перед вами Ошенька, Ошская национальная команда. Друзья, вот мы, ашане, настолько гостеприимны, что добро пожаловать в Бишкек! Да, друзья, вот мы первый раз в Бишкеке. Вот, оказывается, у вас односторонних дорог здесь очень много. А в городе Ош есть одна, единственная односторонняя дорога. И какая? Вы что, не знаете, что ли? Ош Бишкек называется. Да, друзья, давайте лучше познакомимся. Это Миша. Миша мечтает стать как Тимати. Миша, вот почему именно как Тимати? Вообще-то он создал свой лейбл, и это он придумал быть главным и петь. А это Айвек. Друзья, вот Айвек. Друзья, вот Айбек настоящий ашанин. Вот у него в городе Ош есть 2 чайханы, автомойка еще. Что у тебя там есть? В общем, автомойка, еще парикмахерская, амфитеатр. И все у него находится в одном доме. А это... Можно я сам? Меня зовут Пайсал, я единственный человек в Оше, который филигранно говорит на английском языке. Да ладно? Ну-ка на английском скажи. Айбек, иди сюда. Айбек, come here. О! Ну-ка на английском теперь скажи. Айбек, иди, стань на место. Айбек, come here. О! Друзья, а это прекрасная девушка Любовь. Любовь, кстати, давно не виделись. Что, какие новости? У меня замечательная новость. Я за март сбросила 3 килограмма. Серьезно? Да. И что, как назвали? Друзья, а это Саша. Друзья, вот Саша как светофор возле Ошского рынка. Вот вроде стоит, но без толку, понимаете? Друзья, а это Газош. Он азербайджанец, а еще он работает стоматологом. Вот знаете, нам не нравится, когда мы с командой гуляем, и он нам говорит: я того рот делал, я этого рот делал. Миша, а что ты не скажешь, что я твой рот? Стоп! Все, не надо. Ребят, у меня новость. Перед выездом в Бишкек мне мэр лично сказал: если вы не пройдете в сезон, то я вам покажу. И еще он сказал, знаете что? То, что нас ожидает неприятный стриптиз. Может, неприятный сюрприз? Я нашего мэра знаю, нас ожидает неприятный стриптиз. Так что, ашане, давайте соберемся и покажем настоящий класс. Поехали! В Оше много разных учебных заведений. Итак, давайте представим урок физкультуры в школе для высокомерных девушек. Итак, девочки, на 1, 2, 3 рассчитались? Первая. Это я первая. Нет, я первая. Это я первая. А мы идем дальше. Итак, друзья, давайте представим. Очень-очень высокий человек меняет лампочку. Ну что ж, а теперь давайте представим. Пловец на соревнованиях немного перебрал допинга. На старт! Внимание! Марш! Друзья, и что хотела сказать в конце? Вот как мы говорили ранее, мы, ашане, настолько гостеприимны, что в следующий раз в этом же зале мы вас всех ждем на 1/8 финала. С вами была команда КВН Ошенька. Спасибо!
команда КВН «Алато» благодарит интернет-провайдера Мегалайн за активное участие в организации игр КВН. Компания Мегалайн. С вами быстро, выгодно и надежно. Вот так вот. А следующими на сцене прям рвутся оказаться точнее на этой сцене команда КВН, представляющая Бишкекский гуманитарный университет. Команда КВН «Манная каша». Ваши аплодисменты. Здравствуйте, а с вами команда КВН «Манная каша». Поскольку мы коварная женская команда, чтобы пройти в сезон, мы решили провести магический ритуал. Для этого нам понадобится кровь девственниц. Чего вы на меня так смотрите? Я просто ножик потеряла. Джама, ты, походу, не только ножик потеряла. Ты совесть потеряла, когда ножик потеряла. Хорошо, что я взяла второй. Держи. Девочки, давайте этот ритуал как-нибудь без меня. Ой, как стыдно. Собственно говоря, это Джама. Самый большой комочек в нашей каше. Скажи спасибо, что в каше, а не в почках. Kızlar, koy kulaçı. Cakşıyla başladık o. А это Василиса. И у нее есть особенность. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Девочки, сегодня очень важная игра. Мы представляем гуманитарный университет. Туравы? Туравы? Джитох, тунаты шуравы. Силерге кантип түшүндүрсө болот, что это очень важная игра. Василиса, а мне вот интересно, а ты откуда так хорошо кыргызский знаешь? В детстве мне родители рассказывали, что однажды меня украли кыргызы. А родители как зовут? Айнура и Мырзабек, чего непонятного-то? А я Яна. А я Яна. Прикольное имя. А я Яна. Нравится? После игры себе возьмешь. Я самый пессимистичный участник этой команды. Ой, только не говори, что мы проиграем. Нет, мы все умрем. Блин. А это Салта. Она тупая. И Салта тоже. Что ты сказала? Еще раз назовешь меня тупой, я тебя пристрелю. Салта, у тебя даже пистолет не заряжен. Блин, есть зарядка на пистолет. О, кудай. Вот, Салта, если бы у тебя в жизни было одно единственное желание, ты бы что загадала? Знаешь, есть у меня одна давняя мечта. Я бы хотела, чтобы вот тут вместо живота ничего не было, пустота. И вот тут вот так вот мыльница торчала. Ну и нафига? Ну чё, прикольно же. Воду пьешь и руки моешь. А еще у нас была шутка про лысую голову Этибара Гасанова. Но мы подумали, что он обидится. Поэтому решили, что не будем шутить про лысую голову Этибара Гасанова.
Ясно, девочки? С этой сцены больше никогда не говорим словосочетание «лысая голова» Этибара Гасанова. Так сказать, наложили табу на лысую голову Этибара Гасанова. А еще на эту игру, чтобы нас поддержать, приехал дедушка. О, базар! Ай, господин ведущий Салам, какой красавчик, молодец. Я, собственно, что вышел. Вот вы с ребятами молодцы. Открыли такую вещь, как Азия Микс Фан, да? Каждую неделю по $500 людям платите. У вас в команде такие люди, как Ильдана Четырехглазка, МС Тонча, ну и другие люди без высшего образования, так скажем, да? Короче, я хочу вам предложить, что вы взяли команду себе человека более такого опытного, интеллигентного, статного, красивого. Еще музыкой увлекается. Короче, девчонки, все, давайте, я побежал. Куда? Там, короче, ожская узбекская команда, одна гримерка на двоих. Чемпионат по плаву, я в жюри. Пока. Слышь, Ян, что это твой дедушка так молодо выглядит? Ну так ему всего 25 лет. Так ты же сказала, что это дедушка. Ну имя у него такое. Дедушка. Так как фестиваль – это всегда праздник, перейдем к подаркам. Ну, Эрмек, и где наши подарки? Салта – это мы должны дарить подарок ведущему. А, я поняла, все. Вот, Эрмек, это вам пистолет от нашей команды. Только на него этот еще зарядка нужна. Мы убавили газ, чтобы не пригореть. С вами была команда КВН «Манная каша». Что в голове, то и на сцене. Спасибо. Команда КВН «Манная каша» выражает огромную благодарность Джанат Отель за поддержку и предоставление мест для репетиции. Также команда КВН ОШ НК благодарит Ошский технологический университет за спонсорство. На сцену следующей рвется команда из нашей соседней республики, братской республики. Впервые на этой сцене команда из Узбекистана, город Ташкент, команда КВН. Лайк, ваши аплодисменты. Ассаламу алейкум. Слова знакомые, только вот теперь звучат слегка с узбекской нотой, но мы знаем, что легко в Бишкеке нас Кыргызстан встречает Сенге Марашурас. Танцуй, садик, а-тя-тя, 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 танцуй, баха, а-тя-тя, 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 танцуй, лайк весь, а-тя-тя, 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 танцуй, хума, а-тя-тя, а-тя-тя, а-тя-тя. Добрый вечер, солнечный Бишкек. Встречай 4 узбеков и одного латентного узбека. Ассаламу алейкум! Ну что ж, добрый вечер. О, здравствуйте. Привет. Ашани. Ассаламу алейкум. Яхшимасыз, чарчамясыз, тузумасыз. Саударзе кинаем яхшима. Прикинь, 2 родственников увидел. В общем, зачем мы приехали в Бишкек? У нас конкретная цель. Выиграть Алату, полететь в Сочи, дальше Москва, высшая лига. Миллионы россиян смотрят на нас, узбеков в оранжевой форме.
Братан, не хотелось бы тебя разочаровывать, но миллион россиян и так каждое утро по дороге на работу видит узбека в оранжевой форме. Точно. Ребят, давайте на первой же игре познакомимся. Это Денис. Единственный человек, который может водить Дэйву Мати с заднего сидения. А это Хумаюн, единственный человек в Ташкенте, который любит, а самое главное, может купаться в стиральной машине. Так, короче. Посмотри на себя. Куда еще короче? Ай, чертяга. Ну что ж, давайте начнем по-узбекски. Подождите. Почему у нас в команде только вы вдвоем говорите? Вообще-то у нас есть что показать. Давай. Очень страшная килинка. Случай в сауне. Мужчина, мы уже битый час стоим. Так выбирайте, Юлю или Машу. Вы что, дебилы? По-вашему, это смешно? Да. Вот сейчас будет смешно. Шерзот, объяви. Итак, в игре «Ладушки» что-то пошло не так. Ладушки, где были? А ты точно правила знаешь? Хорошо. Вот это смешно. Пацаны, хана. Знакомьтесь, администратор нашей команды, непутевый человек Макс. Что опять случилось? Да, короче, у меня все бабки командные забрали. Что? Да, в общем, сижу, я никого не трогаю. Тут подходит здоровенный бугай и говорит: 32 красная, ваша ставка не сыграла, и забрал все бабки. И откуда мы теперь будем деньги брать? Да ты не переживай, у меня есть одна схема. Я был на тренинге Гандапаса. В общем, слушай, смотри, значит, берем штуку, вкидываем, получаем двушку. Двушку вкидываем, получаем четверик. Четверик вкидываем, выдергиваем восьмерик, и так до миллиарда. Единственный минус, Гандапас не сказал, как из штуки двушку сделать. Ну, Макс, это же ерунда. Ладно, не нравится эта схема, есть другая. Значит, смотри, мы сейчас едем за город, где подешевле, покупаем 70 шашлыков. И? Чё, и сидим, хаваем, думаем, что делать. Так, Макс, пошел вон. Да, я пойду. Сейчас вот пойду, в зал спущусь, до дороги выйду, такси поймаю, скажу: брат, до гостишки 200 сум. Братишка, 200 сум мало, 300 добавь. Братан, за 300 я пешком пойду. 300 накатил, пошел. Дверь гостишки открыл, к своей зашел, говорю такой: ну, здравствуй. Там: о, какой сексуальный мужчина. Ну, сразу понятно, не моя. Другую дверь открыл, там: ах ты, скотина такая, где ты шлялся? Вот это моя. Ну, здравствуй, роднуля. Чё здравствуй? Ты весь день где-то шлялся своими КВНщиками, все деньги потратил, и мне даже цветы не купил. А ведь у меня день рождения. И чё, я так-то тебя в Бишкек привез? Вот именно, ты меня из Венеции в Бишкек привез. Я там с сестрой отдыхала. И чё тебе не нравится? Бишкек нормальный город. Постоянно либо пилишь, либо ноешь мне. И чё? Вот так, значит, будем говорить. Я тогда к маме поеду. Как ты поедешь? У тебя даже денег нет. А потому что ты домой ни копейки не приносишь. Ах так, на, подавись. Ах так, ну все, это была последняя капля, мы разводимся. Ну тогда вали домой, овца! Это я все к чему? Займи 500 сом на цветы для сохранения семьи. На. А вот это уже рабочая схема. Все понятно с этим придурком. Ребята, к номерам! Ну а спонсор нашей миниатюры – бишкекские маршрутчики. Правда, она немного нелепая, но, собственно, какие требования у спонсора, такая и миниатюра. Итак, представьте, все мы знаем то, что узбекское кино чересчур эмоциональное, и мы решили представить, как бы выглядели узбекские комедии. Да-да-са! Ой, мэн-да-да-са! Manda sizga bitta gap bor. Voy, bitta emas, ikkita gap. Chotki. Qizingizga sovchi kelmayapti. Bu kelmasa, o'zi borsan. Повод не дал, да? Конец 5-й серии. Продолжение следует. Поехали, все плохо.
Я не понял, что за чушь вы показываете? Вот в жюри сидят взрослые, состоятельные люди. Вы бы хотя бы постеснялись бы девушку. Между прочим, госпожа Асылбашева, глава Асылбашев Креатив. Госпожа Асылбашева, то есть вы назвали компанию своей фамилией? Ну, прям креативно, креативно. Дурак, что ли? Нас же по телевидению будут показывать. Тут господин Жайнак сидит, между прочим, генеральный директор МТС. А как расшифровывается МТС? Новая телевизионная сеть. Подожди. То есть он открыл новую телевизионную сеть и назвал ее «Новая телевизионная сеть»? Я смотрю, тут над названием тоже хорошенько поработал Асылбашев Креатив. Ты не абы где играешь, это официальная лига КВН АЛА-ТО. Подожди, это разве не площадь? Площадь. И магазин? И магазин. И ресторан? Да. И лига тоже называется АЛА-ТО? Все верно. Госпожа Асылбашева, вы тут все тендеры по городу выиграли, да? Че ты портишь все? Все, понял, понял. Дабы исправить ситуацию, внесите подарки для членов жюри. Узбекские национальные чипаны, платки и тюбетейки специально для господина Гасаева, господина Карасаева, господина Жайнака, господина Гасанова и госпожи Асылбашевой, а также для господина Алканова. А господина Алканова нет в жюри. Ну, я ему все равно сделал подарок. Я эти все вещи на его рынке купил. Ну что ж, дорогой Бишкек, огромное спасибо тебе за гостеприимство, но мы честно не знали, как у вас принято уходить со сцены, поэтому решили показать еще одну миниатюру. В общем, волосы мужчины после 40. Diamonds on my neck, chrome Спасибо. drop top. Ooh. Перед вами выступала команда КВН «Лайк», город Ташкент, Узбекистан. Команда выражает благодарность Международному Вестминстерскому университету в Ташкенте. Благодарит ресторан «Если что, я тут» и ресторан «Если что, мы в Ташкенте». Давайте еще раз поаплодируем, реально далеко ехали ребята. Ну, а следом на этой сцене появится команда из славного города Карабалта, которая очень надеется, что Бишкек встретит их тепло и по-братски. Итак, оправдываем их надежды. На сцене команда КВН из города Карабалта «Пятеро». Команда КВН «Пятеро». Встречайте! Ассаламу алейкум, филармония! О, Эрмек Байке, сколько лет, сколько зим у нас вообще в Алату не допускали. Ну вот мы наконец-то здесь. Булат, новая команда, и чтобы запомниться, нам надо подарить подарок. А лучший подарок это какой? Подарок сделанный своими руками. Вот, Эрмек Байке, назовите нам своего злейшего врага. Мы вот этими руками его лично... Хорошо. Джентльмены, самый лучший подарок это на самом деле деньги. Кстати, знакомьтесь, это Ильхомбек, и он мажор. Кстати, где ты работаешь? Я работаю у отца. Кем? Сыном. Ильхом, родной, твой отец, мой отец, твой дом, мой дом. А это Гарик, и как вы уже поняли, он просто классно играет в карты. Твоя машина? Да помню, отдам. Кстати, Ильхомбек, а ты не знаешь, кто у нас сидит в жюри сегодня? О, Болот, у нас сегодня в жюри сидят очень уважаемые люди, которые занимают высокую должность, которые являются элитой нашего народа. Ну и напоследок, самые красивые, самые лучшие, самые шикарные. Что, тоже поименно не знаешь? Нет.
Ребят, мы же команда КВН пятеро, да? А где этот наш пятый харизматичный палец нашего мощного кулачка? Я здесь! You know this ain't love. И повторим You know this ain't love. Он очень харизматичный актер в нашей команде. Чем сегодня удивишь? Виды смеха. Заряжай. Итак, как смеются лягушки? Как смеются кипящие чайники? Как смеются девушки при парне? А теперь как смеются девушки с подругой? Ну и напоследок, как смеются депутаты? Поднять всем учителям зарплату на 20 сомов. Хорош, базука. Есть еще что-нибудь хайповое? У меня? Конечно, есть. Лурик, покажи. Как ходят современные бабушки? Дорогой мой друг, ты прекрасно знаешь, что каждый мужчина в нашей стране должен отдать долг. Ну, мы даже не думали, что настолько. Итак, кривоногий солдат в армии. Равняйсь! Смирно! Вольно! Вперед шагом марш! Раз, два! Так, дорогие друзья, давайте пофантазируем. Случай в кармане. Кто мы? Наушники. Где мы? В кармане. На счет 3. Раз, два, три. Скоро весна, и даже они решили привести свое тело в порядок. Итак, давайте посмотрим, как качается гопник. Продолжаем дальше. Драка косоглазых. Чё? Чё у вас двое? Я тебя сейчас реально втащу, ты где? Давай! Иди сюда! Ой, девушка, извините. Ничего страшного. Необычный случай на Дордое. Братан, я же сказал, на Дурдую лучше джинсов не найдешь. Брать будешь? Давай, заворачивай, нормальные, да? Фантазируем дальше. В Кыргызстан прилетел Майк Тайсон. И в аэропорту его встретил именно такой человек. Жақсы, өзің қандай? Дорогие друзья, недавно в Каравалте открыли заведение, где бесплатно раздают кофе с Red Bull'ом. Итак, смотрим. Эта композиция посвящается той паре, которая больше всех выпила кофе с Red Bull'ом. Ну и что хотелось бы сказать в конце. Ермек Байке, мы от чистого сердца благодарны за то, что даете возможность играть в вашей лиге. Ваша лига, моя лига.
Вот это реально лишнее. Ну если он мне в карты проиграл, я что сделаю? Я помню, Всё, помню, всё, что ты всё. начинаешь. Ну а если честно говоря, то мы рады. Это невозможно передать словами. У нас душа поет, поэтому базука. Команда КВН «Пятеро» благодарит своего будущего спонсора. Не стесняйся, дорогой ты наш, говорит команда КВН «Пятеро». Ну и закончить наш сегодняшний концерт рвется на сцену команда КВН «Шоколадная вуаль», сборная города Бишкек. Под ваши аплодисменты. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не Ну, здравствуй, филармония имени Тохтогула Сатылганова. Город Бишкек, Республика Кыргызстан, планета Земля. Как настроение? Друзья, мало кто знает, что с древнеисландского, да, шоколадная вуаль переводится как кайф. Поэтому мы самая кайфующая команда, и все из нас кайфуют по-разному. Вот, например, Чика, да, ночью спит, жарко, он только проснулся, перевернул подушку на холодную сторону, лег и кайф, да, кайф. Эльдар тоже по-своему кайфует, да, лето, жарко, он такой думает, блин, ща бы арбуз. Смотрит, а там отец с арбузом идет, опа, отец в семью вернулся, кайф. Дорогие друзья, единственный, кто не кайфует, это Илимка. От него недавно отчим ушел. Еще и арбуз забрал. Зато ванная свободна, кайф же, кайф. Друзья, знаете, мы настолько кайфующая команда, что каждый из нас может загнать текст. Абсолютно, любой. Взял слова, говоришь в зал. Мы одна команда, Так, Чика, давай ты не будешь, у нас у троих нормально же получается. Друзья, знаете, все остальные команды, если отрепетировали какой-то синхронный танец, да, то мы пошли дальше и отрепетировали шутку. Мало кто знает, что крыша турецкого посольства намазана гелем. Кто-то сказал красота? Мыкы, никто не говорил красота. Ну, раз уж вышел, давайте продолжим тогда. Мыкы, у нас на тебя ни одной шутки нету. А как же крыша турецкого посольства? А была уже. Друзья, мало кто знает, что с древнеэфиопского, да, шоколадная вуаль переводится. Пацаны, у кого-нибудь есть песня? Поэтому, ребят, шоколадная вуаль. У меня есть. Делай. Это не шутки, бастуют все маршрутки. А что было потом? Один фиг 10 сом. Он говорит, я хочу со второй линии поворачивать скоро. Нормально, они так кайфуют. Нормально. Я в шоке! Я просто в шоке! А, в смысле, Айпери, что случилось? 4 взрослых парня кайфуют и без девочек. О, Айбери, твои родители случайно не мои родители? Нет, а что? Тогда можно подкатывать, иди сюда. Так, мальчики, успокойтесь. Вообще-то у меня парень появился. И кто же твой парень? Вот та кирпичная стенка. Айпери, парень не стенка. А, в смысле, стенка? Смешная, да, шутка? Смешная? Ну, прикольно. Это я у другой команды услышала. Они там за кулисами репетируют, походу, вообще в шоке. Кайф. Кто-то сказал полуфинал? Мыхы, зачем ты во второй раз вышел? А, у меня обращение к мэру. Его нету в зале. А кто есть в зале? Ну, мой старший брат Ильяс, он там сидит. Ладно, ему все выскажу, а то вот это вот здесь сидит, да, прям. Этот, Ильяс, слушай, ты дороги все перекрыл, да, деревья вырубаешь, на умный город дофига денег потратил. Ты что, гонишь, что ли? Эй, голова варит вообще, да? Ильяс, работать Не, надо. Мыхы, тебе-то что, ты вообще с Кингсу приехал? Вот именно, Ильгиз, сейчас
Бишкек как никогда похож на Генсу. Деревья нет, дороги перекопанные, и какой-то Илья с места мэра сидит. КВН смотрит, блин. Ну что ж, дорогие друзья, мало кто знает, но шоколадная вуаль, да, с древнеисландского переводится как «приди и охлади мой пыл». Поэтому давайте, ребят, начинаем. Поехали! Приди, охлади мой пыл, охлади мой пыл, охлади. Дорогие друзья, представьте себе такую абсурдную ситуацию. Ведущая новостей на секунду спалилась, что живет в Хараджгаче. Недавно президент Сооронбай Джейнбеков прибыл со специальным визитом в Турцию. Приди, охлади мой пыл, охлади мой пыл. Для нашей команды особенно очевидно отличие между городом и селом. Представьте, парень пришел к другу в городе. Чика! Блин, какой злой лабрадор. Теперь парень пришел к другу, но уже в селе. Мухтывек! 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 Мухтывек, ты что гонишь? Пойдем на пары. А, не, я сегодня не пойду, я дом охраняю. Ну ты смотри-ка. Охлади мой пыл, охлади мой пыл, охлади мой пыл. Следующий случай произошел в Народном, прямо возле кассы. Какая прекрасная кошка. А вы я? Да. Извините, Ага, слушаю. а можно мне сигареты? Сигареты? Девушка, посмотрите на себя. Как вам не стыдно, а? Вот ответьте на вопрос, как вам не стыдно? Блин, извините, пожалуйста, я просто думала, вы не заметите. Ну это видно. Я же. просто... Охлади мой пыл, охлади мой пыл. Недавно у нашего МК случилось знаменательное событие, потому что он посетил первый раз, представляете, городскую аптеку. Аптека, да? Здрасте. Здрасте. У вас этот контрацепт, катамаран, это катанайо. Презервативы есть у вас? Конечно есть. Сколько вам дать? Мне штучные 2 дайте. Блин, поймите, 2 не могу, у нас пачкой 3 могу. Блин, вы тоже меня поймите, я 3 не могу, только 2 могу. Ну ладно, в виде исключения, вот вам. Ага. Иди вечером, что делаете? Так, пошел вон Охлади мой пыл, охлади мой пыл, охлади мой пыл. Впервые за всю историю КВН номер в реальном времени. Представьте, 2 парня за 10 минут до игры здесь, в филармонии. Ну прикольно. Ой, в филармонии люстры, кстати, на сосульки похожи, да, капец, да? О, ведущий игры, чемпион высшей лиги. Приди. Шоколадная вуаль, еще прикольная команда, у него странная музыка, но прикольно. Представьте, 2 парня за 10 минут до игры здесь, в филармонии. Они что, про нас миниатюру показывают, смотри. Капец прикольно, да? Смотри, это же мы, они точно как мы разговаривают. Капец, он паузу выдержал, да? Да не говори. Что-то концовка у них странная, зачем они вдвоем целуются? Да это же нормально, это же КВН, но ё-моё. Да, братуха, ты еще гонишь, что ли? Охлади мой пыл, охлади мой пыл, охлади мой пыл. Обычное свидание парня и девушки. Твоя подруга же придет, да? Подруга? В смысле? Нет, не придет. Блин, тогда я зачем 2 штуки брал? Иди, возврат там! Приди, охлади мой пыл, охлади мой пыл, охлади мой пыл. Дорогие друзья, знаете, в последнее время складывается ощущение, что у нас в стране работает только Сапар Исаков. Итак, давайте представим такую ситуацию. Лет через 5 Сапар Джумакадырович на своем рабочем месте. Алло, да, я думаю, нужно тендер объявить, потому что, куда мы денемся? Потому что нужно, чтобы все честно было. И, кстати, нужно обсудить вопрос по играм кочевников, потому что я не согласен, что так должно быть, как сейчас, потому что 10 тысяч хомузистов в этот раз, понимаете? И давайте. 10 тысяч хомузистов, и чтобы все красиво было и интересно. Самое главное, сейчас, секунду, вам как? Модельную. Я понимаю, это я не вам, я модельную говорю в принципе. Сапар Джумакадырович, Винстон, синий, можно? Да, конечно, вот возьмите. Я просто за всех работаю, я извиняюсь, да. Да. Сапар Джумакадырович, к вам министр обороны. Ой, все, возьмите, пожалуйста, возьмите, да. Ассаламу алейкум, как у вас дела? Опять? Ну давайте.
надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Дорогие друзья, ну и в конце хотел сказать, да, сегодня фестиваль Алато, и очень много команд с разных стран играет, но самая кайфующая страна — это мы, Кыргызстан. Согласитесь, мы вот этот 100-метровый чучук за 3 дня сделали, а 100 метров дороги Джибек-Жолу, куда и бойся, осенью закончим. Эй, Илья, слушай, еще одна проблема появилась. Погнали! Давай с тобой мы кайфанем и песню классную споем. Мы руки в воздухе сожмем. Давай аплодировать начнем. Держи, держи, ритм такой держи. Хлопай от души, вместе с нами трещи. Держи, держи, ритм такой держи. Хлопай от души, вместе с нами трещи. Дорогие друзья, ну и в конце шоколадная вуаль. У нас, кстати, вот Чика капитан, да. Всем спасибо. Держи, держи, руку мою держи. Что хочешь, скажи, получишь. Держи, держи, держи. Команда КВН «Шоколадная вуаль» благодарит магазин одежды «Коллизион» и за предоставленную форму и общественного деятеля и мецената Асхата Табалдиева за моральную и материальную поддержку. А мне остается позвать все команды на сцену. Под ваши аплодисменты все команды на сцену. Перед тем, как мы перейдем к словам от жюри, мне хотелось бы напомнить, что из фестиваля мы в сезон берем 8 команд. Из 12 выступивших берем 8 команд, так как нас в сезоне уже ждут 4 команды. Это команда, 3 финалиста нашей лиги прошлого года. Это команда КВН АОС, команда КВН Ашани и команда КВН Бруклин. И также к нам присоединится финалист одной из центральных лиг Международного союза КВН, команда КВН Тамирис из города Алматы. Ну что, к словам жюри, кто у нас первый начнет? Акимджан Карасаев? Да. Ребят, давайте поаплодируем командам, они молодцы, они старались. Поаплодируем нашим гостям, которые приехали из Казахстана, из Узбекистана. Поздравляем вас, вы первый раз, очень рады видеть. По поводу результатов скажут уже дальше. Я хочу сказать от себя огромное спасибо за старание, за юмор. И хочу пожелать всем удачи, тем, кто пройдут дальше. Ребят, шикарно. Мы зарядились позитивом. И просто особый респект и большое уважение, да, можно сказать на нашем языке, всем ребятам, которые приехали с Узбекистана, из Казахстана. Но Узбекистан, конечно, за вашу шутку, это большое спасибо. Мы учтем. Добрый вечер. Висон Улу Джайнак, директор телеканала НТС. Спасибо. Прежде всего, поздравляю с началом сезона, с юбилеем. И команды все показали хороший старт, кайфующий старт, как в конце шоколадной вуали отметила, да. Понравились команды, здесь все отличились своим форматом, стилем. Это вот «Пятница», хочу отметить, «Свою волну» и за взрывной юмор Ташкента. Спасибо, поздравляю всех. Конечно, мы сейчас вот отобрали вот Этибар Гасанов, он подведет итоги. Было очень сложно, но тем не менее игра есть игра, мы идем дальше. Спасибо. Сказал просто... Если бы все зависело от меня, на самом деле, я бы все команды добрал бы в 1/8, честное слово. Очень сложно было выбирать, но выделить гораздо проще. Я бы для себя выделил 4 команды. «Треугольник» и «Манная каша». Бесподобно. Но скажу я вам, ребята, вы стали на скользкую дорожку. В том плане, что
тот тип юмора, который вы выбрали для себя в выступлениях, это очень сложно. Очень сложно весь сезон играть вот на таком юморе. Серьезно, если у вас получится, я буду вашим фанатом, честное слово. Обе команды. Ну и, конечно же, Ташкент и шоколадная вуаль порадовали. Очень порадовали причем. И хотелось бы еще вот, ну, буквально 2 слова закончить свое выступление. Ну, редко добираюсь до микрофона, простите. Вот, шуткой одной из команд, вернее, ее интерпретировать немного. Говорят, что КВН это тоже наркотик своего рода. Но КВН это еще и интеллектуальная игра. И КВН своих не убивает. Мы вас не убьем. Вот. Ну и, собственно, Итибар Гасанов, шоумен, красавчик. Спасибо. По старой сложившейся традиции, просьба всех, кто на сцене, поаплодируйте тем, кто в зале. Спасибо большое. Я точно так же не упустил бы сегодня ни одной команды, всех пропустил бы дальше. И мы все-таки все единогласно в жюри воспользовались подсказкой Эрмека. Одну команду мы все-таки добрали. Выйдут 3 об команды. этом давайте, Да. собственно, и перейдем. Всем огромное спасибо. Я лично уже хочу 1/8. Ташкент, спасибо за яркость. Ну, собственно, к вердикту нашей коллеги. К вердикту. Общее, если захотите кого-то бить, бейте всех, не меня одного. По-моему, очень справедливо. Мы убрали одну бишкекскую команду. Это Ошский рынок, 5-й контейнер. Они попадают у нас в Лигу Старт. Да, в Лигу Старт. И не проходят дальше. Второе дыхание. Ребят, я видел вас в Аше, вы намного круче были. Я думал, что хотя бы то бы повторили, было бы уже ничего. И Каспийский юмор Алмата не проходит дальше. Так, в новом сезоне Лиги Аллато с превеликим удовольствием в 1/8 мы ждем команду КВН «Пятница», город Алмата. Команда КВН Международного института бизнеса UIB. Своя волна КГТУ имени Розакова. Треугольник, город Алмата. ОШНК, город Ош. Манная каша, БГУ. Лайк, 5 и шоколадная вуаль. Всем спасибо за открытие.